Кожны беларус павінен быць багатым чалавекам. 9,5 миллионов одиноких людей. Дзяўчыну валакуць у аўтазак, яе б'юць, а мы не паддаемся на правакацыі. Які мы класны народ, правда? Ні пра мову, ні пра нейкае нацыянальнае адраджэнне размовы не ішло. Вот толку, што Ціхановская ведае ангельскую мову. Ну і наведаем, но по-беларуску не гаворыць. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы, нягледзячы ні на што, працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. А з намі сёння на сувязі наш госць, выбітнейшы спявак Сяржук Сокалаў-Воюш. Добрый дзень, спадар Сяржук. Добрый день. Адразу заувага. Не спевак. Спеваки умеют спевать, я не умею. Но, тым не менш, на ваших песнях подгуки вашей гитары канцы 80-х, пачатку 90-х абуджалася беларуская моладзь, і не толькі моладзь. Под ваши песни проходили акции, под ваши песни у интернатах студенты пиво пили, так что ёсць чым ганарыцца. Ну, я б не сказал бы так оптимистично, потому что то, что мы маем теперь, это вынік и моей деятельности в той час. Тому мы пришли до того, до чего пришли, хотя початок был, сапраўды, прыгожий и шматабяцальны, скажем так. Спадар Сяржук, а можна я вось так вот сходу, з самага пачатку вас крыху, як это кажуць, падтролю, падкалю? Можно. Ваша самая знаковая, моя, в принципе, самая любимая ваша песня «Аксамітны летні вечар». Як вы там спявалі? Мне краёў чужых не трэба, як не варажы. А дзе ж вы вот зараз... Я готов отказать на это пытание, уже не первый раз мне его задают, тому я уже призвычаюся. Ну, во-первых, сказать мне краёў чужих не трэба, это не означает, что жить у чужим краін не можно. Вот. Нам и Лукашенко не трэба, але мы при ім живем. И то, что не трэба, это одна справа, а іншая справа, жыццё вельмі часто корректуе, уносіць свае як бы нюансы. И я выехал из Беларуси не для того, каб жить недзе за мяжой, для того, каб вернуться. Але усё склалася так, як склалася. И мы, в принципе, ехали у бок Беларуси, я и моя семья, мы рухаліся у той бок, мы доехали до Чехии, там, на жаль, спыніліся. Гэта ничего не означает, что чужие краи потребные. Это абсолютно не так, але вельмі часто человек опынаецца у той ситуации, якой опынаецца, у такой, якой опынуўся и я. На жаль. Ось. Тут ніяких великих нюансов іншых нема. Тут усё вось так и есть. И все. Тому не означает, быть у чужим краі не означает, что им потребны. Але вымушаны вельмі часто бывает. Я ўжо калі ўзгадалі ты далёкія часы адраджэння, чарговага адраджэння, скажем так, Беларусі, конец 80-х, пачатак 90-х. Вот мы, я тады студэнтам быў, мы, ў прынцыпе, абеларушчваліся, ці там прачыналася ў нас вось гэтая закладзеная недзе у падсвядомасці беларускасць, у тым ліку дзякуючы вось, ці не дзякуючы, а з-за вашых песень у тым ліку, з-за таго, што мы чулі ад Зянона Пазняка, ну, з-за таго, што ўсё адбывалася. Ну, вот мы, а вы, вот для вас, што гэта было? Адкуль яно ўзялася, гэтая беларускасць? Адкуль это? І ці тады вы думалі там пра нейкую нацыянальную ідэю, там ідэю, беларускую ідэю? Ну, у сэнсе, у тыя часы, ў 90-е гады, вядома, думалі. Мы думалі пра гэта і раней. Адкуль у мяне беларускасць, я не ведаю. Это ад прыроды, напэўна. Пачуццё справядлівасці зграла вялікую ролю, канешне. У савецкія часы
адчування несправядлівасці, несправядлівага абыходжання з нашай гісторыі, з нашай культурай, з нашай нацыяй. Гэта нарадзіла аўтаматычны пратэст. Усе людзі, якіх я ведаю, ішлі ў беларушчыну у 80-е, 70-е гады ад пачуцця справядлівасці, несправядлівасці. Абостранае пачуццё справядлівасці нараджала жаданне супраціўляцца, нараджала жаданне быць самім сабой. Плюс тады ж нехта сказаў, заўсёды вядома ісціна, што найцяжэйшае ў жыцці гэта быць самім сабой. Я сабе аднойчы задаў пытанне, а які я ёсць на самой справе, які я хачу, каб я быў. І як бы заняўся самавыхаваннем у нейкім сэнсе, склаў сабе, напэўна, нейкі романтычны ідэал і да яго ішоў. І такім чынам адбыўся гэты паход у беларушчыну. Хаця мне бацька расейскамоўны, а мама, яна выкладала беларускую мову ў школе, але гэта не было ніякім чынам звязана з маім прыходам да беларушчыны. А вот цікава, вот вы думалі тады, вот нам бы нацыянальную ідэю, якая б вот нас рухала, ці вот ввогуле задумываліся тады, што патрэбна ці не патрэбна беларусам нейкая нацыянальная ідэя? Ввогуле ці бачылі, што вот беларусы гэта сапраўды нацыя? Нацыянальная ідэя была заўсёды. Не трэба, я не ставлю пытанне, што трэба нейкая нацыянальная ідэя. Яна ёсць для мяне, яна вызначаная, яна акрэсленая, вельмі выразна. Нацыянальная, звязаная з нацыяй. Нацыя – это людзі. Людзі – это чалавек. Чалавек – беларус. Чалавек-беларус – это адукаваны, это багаты і духоўна, і матэрыяльна чалавек. Это тое, да чаго мы павінны прыйсці. Это человечность, это мы такие есть, в принципе, нам просто это все треба разворушить, обудить. И то, что мы теперь назираем в опошние месяцы, показывая на то, что мы не только нация, что мы люди, что у нас есть великий потенциал и духовный, и, на жаль, материального нема. Нам его еще треба досягнуть, але мы, в принципе, в этот бок идем, хотя шлях вельми покутный и вельми непростый. Что пошло не так в 90-е? Вот почему в итоге в 94 году победил Александр Григорьевич, и вот с 94 года вся эта радость и счастье на белорусов сыпется, не прекращая? Ну, по-перше, я думаю, что тут нас было мало. Вот свядомых людей, белорусов. Что это значит? Это значит и мовно, и культурно. Ну, мы разумеем базу, якая павінна быць. І нас было мало, і мы, может быть, недзе не спрацавалі. Я не кидаю каменні ў чый агарод, я ў свой агарод кидаю. Может быть, я нешта не написал, может быть, я нешта не сказал, может быть, я не выступил там, где трэба было выступить. Я не ведаю, але я с себе вины не здымаю. И, наконец, мы ішли ў той бок, что, бачыце, мы ж весь час стараемся мирной революции рабіць, вот як и теперь. И это не працуе. И мы не можем так рабіць. Але мы неяк вот стараліся ўсе гэтыя гады. Ну, былі там пару разоў, калі люди выходили на плошчу, чаму не прыйшлі іншыя? Мяне там не было, так, я разумею. Мяне там не было, это моя вина. Не было іншых, хто павінен быў прыйсці. Нас мало. И это целая гісторыя наша. Калі Сокол Кутылоўскі ішоў у паўстанне, Слуцкае паўстанне, узначалі ў Слуцкае паўстанне, бацька яму сказаў: куды ты, сынок, ідзеш, вас мало. Ось. І на што ён адказаў, што я вайсковец, это моя задача, моя праца, мой абавязак быць там. Але і так было заўсёды. Так было заўсёды. Мало. І паўстанне Каліноўскага мало, і паўстанне Касцюшкі мало, і мы ніяк не можем. Мы толькі збяромся силами. Раз. І вот гэта цяперашняя ситуация, тое самое. Колькі вышло народу. Мы только собраліся силами. Бамц. И что? Кто организовал выезд за мяжу массовый? Кто организовал позднейшее? Вот теперь глядим гэтыя каналы, якія показывают то, что отбывается. Это сдача людей. Я не ведаю, кому это трэба. Навошта? Мы маем революційныя силы нейкія, мели, и всех сдали. Кто сдал? И кто сдал, кто взял на себя отказность за это? Кто попросил прабачэння у того же самого семьи Романа Бондаренко? Кто?
Кто попросил прабачэння? Виноватые ж не только те, кто его забили. Виноватые те, кто его пихнули. Он за что загинул? За мирный протест? Я уся пашана, здымаю капелюш, як кажучи, схиляю голову, але загинуть у рэвалюцыі, у змаганні, у вайне это одно, и загинуть за отстойваючы мирный протест, калі тебя бьют, это я не разумею. Я не разумею. И кто попросил за это прабачэння? Не с боку режиму, а с боку тех, кто ведет мирный протест. Смотрите, а вот еще такой вопрос. Представим, что вот сейчас у нас есть машина времени, и вы возвращаетесь в 92-й год, встречаетесь с молодым собой. Вот что бы вы сказали, вот как бы вот что делать? Да, в чем ошибка? Чего, вот можно какие-нибудь там, допустим, вот 3 важных вот шага, которые необходимо сделать для того, чтобы все получилось, и Александр Григорьевич остался в колхозе? Я не готов отказать на это питание. Я не ну верю, хорошо, что... один. Вот вы с собой встречаетесь, образца 92-го года, и что вы ему скажете? Ну, сами себе. Вот. Играй чаще концерты, читай больше книг, ходи на улицах, проповедуй. Вот, ну вот что? Ну, не читай больше книг, это само собой. Концерты. Я не упевнений, що те, що я робив, що це було те, як ось сказав на початку Змітер, що це був некий такий великий виховавчий процес. Я просто робив свою працю, те, що я вмів, як я вмів. Ось. У часи ГКЧП ми навіть збиралися з хлопцями і гляділи у лісі місце, куди ми виїдемо, коли ГКЧП переможе, і откуль ми будемо бувати далі. Ось, ми якби спробували зробити що. Може бути, ми не до кінця оцінювали ситуацію той, що ми мали. І, ну, наприклад, вельми просто. Була ж опозиція у Верховному Совєті. Ну, можливо, її треба було активніше підтримувати. Ну, можливо, було тоді, як збивали депутатів вийти на вулицю. Ну, депутати не покликали людей, і вони не повели на вулицю. І, ну, мені вже не було, правда, у той час у Білорусі. Ось, і, коли ми говоримо про початок 90-х, я виїхав, коли у нас, в принципі, йшли нормальні процеси, коли йшло все у ліпший бок, не йшло у горший. І вибраного Лукашенка вже зустрів, коли я тут жив, у Штатах був. Ось. Тому мені тяжко сказати. Що, наша активність, у той час, напевно, відбулося все так, як і повинно було відбутися. Були старі люди, були люди, які пережили, їх було більше ветеранів війни, були пенсіонери ті, які не були. І говорити з ними сенсу ж не було. Це так, як упустую говорити. Люди вірили, говорили, що от він ведає життя, він жив без батьки, він замість того, як подумав, що чоловік жив без батьки, може бути, не все нормально, може бути, його виховали неправильно, може бути, не хапало батькової руки, вирішили, що його треба пошкодувати. Він же такий, як ми. От такий, як ми. І що можна було в цій ситуації зробити? Я думаю, що нічого. Все йшло так, як йшло, але за ці роки можна було не збирати сили, може бути. И эти протесты, не протесты, а выход на улицу у конце минулого года был бы другим. Когда мы собирали силы, когда мы не организовывались, нечто робили больше. И теперь то же самое отбывается. Вот выходят, показывают каналы. Я, пробачьте, я ненавижу эти каналы, которые начинают говорить: досылайте. Что? Ну, полоцак мой. Вышло 10 человек. Ага. Сегодня менты глядят и разумеют, 10 человек треба арестовать. Завтра арешти відбулися, і ще 5 вийшло. Ага, значить, треба ще 5 зловити. Це ж здача людей, наших людей, іде відкрита, виразна здача. Я не розумію, навіщо це, кому це потрібно. Треба малюнок, щоб заробляти собі на життя і показувати, що є якась активність у Білорусі. Тим, хто живе з цього. Я не розумію, навіщо. Теперь так само, треба все менять, треба иметь план, хотя бы как минимум. Любая революция повинна иметь план. Ну где, покажите мне, куда мы идем, что мы сплановали, где, хоть нечто, хоть что-нибудь. Алтухович поспробовал, был, может быть, сопротивляться, и что? Мы его записываем в герои? Не, мы записываем в герои тех, кто хотел и сказал: не надо провокации, и разворачиваемся и идем назад. Это что такое? Это вот национальная идея.
Национальная идея – это Укухович для меня. Это 14 хлопцев, которых в Пинску посадили. Это яны герои национальные. Им Рада БНР повинна была дать медали, которые она раздавала неведомо кому. Яны заслужили этой медали. Правильно я вас понял, что если бы вы вернулись обратно, вы бы начали делать сообщество, условно говоря, ну, как в Америке, комьюнити. То есть главная проблема белорусов в том, что они по одному. Да, это, в общем, там, в общем, живет 9,5 миллионов человек, но это 9,5 миллионов одиноких людей, по-настоящему одиноких, которые не умеют друг с другом общаться и боятся друг друга. И я так понимаю, из того, что я у вас сейчас услышал, значит, если бы вы вернулись в 92 год, вы начали бы как бы бороться с этой дистанцией между белорусами. Ну, как бы сближать их, там, помогать друг другу, в общем, чтобы они вот друг с другом общались, что ли. То есть, ну, условно говоря, вы начали бы делать американскую пасторскую церковь какую-нибудь. Мы нечто подобное у любым выпадку спробовали зрабіць. Мы, конечно, об'ядноўваліся. Мы ж были, например, те самая суполка БНФ, которая была у Новополоцку. Это же была группа людей. Это же не был один человек, не было два человека. Просто... Извините. А вот эта вот суполка БНФ в Новополоцке, она была открыта для всех? Любой желающий должен был приходить? Абсолютно. И вы ждали, что каждый должен прийти, да? Ну, вот, вы ждали, что... No, мы выходили на акции, мы проводили акции. У нас было, День Кастрычницкой революции, где это самая так званая революция, где парад, демонстрация в Новополоцку. Мы выходим колонной, 40 человек с бело-червоно-белыми стягами, с черными стужками на стягах. Мы прорываемся на площадь, мы просто идем по площади. Комментаторы стихли, никто ничего не говорил, не ведали, не чекали такой колонны. Мы специально подрыхтовались, мы выбрали самых мощных людей, мы были готовы быть побитыми, мы вышли, мы пройшли. До нас долучились люди, пришли еще люди. Плюс великий рух экологичный был у Новополоцку. Мы так само с ними разом постоянно контактовали. Ну, в принципе, весь этот рух и перерос в БНФ, в суполку, так само, позднее. Мы нечто такое робили, ну, я думаю, что, может быть, мы так само, ну, яким чином, як можно збирать больше людей? Можно вот так вот, ну, вышли, ну, один раз вышли, ну, два раза вышли. Это то же самое, демонстрация, это не война. Это демонстрация, ну, добавилось людей. Люди поприходили, ничего не отбывается. Мы никуда не идем, плана нема. Что далее робим? Вот далее, например, мы будуем баррикаду. Тогда зрозумело, пришло 50 человек. Зараз, хлопцы, давайте, вы полите, где палки лежать, вы полите, где столы можно вынести, все нормально. Как мы просто собираемся ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот мы бедные, мы несчастные, нашу мову задушили, а мы тут воюем, мы тут за нашу... Это все фигня, по великим рахунку. Мы так не выиграем ничего. Мы будем просто плакать, и все. Треба конкретный план. Калиновский вышел, был конкретный план. Все. Хреновый, добрый план, это уже детали, не важно. Важно, как он был, его можно корректовать. Тут корректовать нема чего. Сьогодні я не разумею, что можно корректовать. Нема ничего. Просто нема. Слушайте, а вот в США, проживая уже довольно давно, вы в какую-нибудь там комьюнити, в какое-нибудь сообщество как бы куда-то приходите, не знаю, там в церковь, там, в пиццерию, да, где... Нет, тут есть белорусские объединения разные. Не, я не говорю про белорусские, я не говорю про белорусские, я говорю вообще про любые. Вот вы можете сейчас перечислить, куда вы приходите, чтобы пообщаться с людьми? Вместе с пабом, со стадионом? Нет, у меня таких мест нема, потому что перший и великий минус, никто не поверит. Я не говорю по-ангельски. Оба. Что пропало? Хорошо. Я не говорю по-ангельски до этого часу. И не буду. Уже, напевно, ніколи не буду. У меня комплекс белорусской мовы. Я с этим живу, и у меня просто завжди пустувало питання. Написать ще одну песню, типа идти на курсы. Я выбирал песню. Написать верш, типа идти на курсы. Я выбирал верш. Тому я с американцами контактую вельми мало. В принципе, мои дети контактують. У них перша мова белорусская, вони говорять, спочатку белорусская мова була. Як уже пішли в садочок, тоді почали говорити по-ангельську, вчитися, плакали часом. І у нас у хаті мова сім'ї білоруська, я контактую з білорусами. Переважно з білорусами 99,9%. Часом приходять до моїх дітей сябри, які англомовні, хоча у них так само більше сябров – це українці.
Таму тут украінская мова, беларуская, то все тут гучыць у хаце часцей за ўсё. Вось, таму я не могу сказаць, я не хаджу, на стадыёны я не хаджу. Ось, хоккеем я цікаўлюся, конечно, яшчэ з беларускіх часоў. Вот цяпер тут Айлендерс гуляе, это апошняя каманда, у якой быў апошні беларус Грабоўскі, таму я прыліп да Айлендерса, да Грабоўска, хаця б Грабоўскі ніякі невялікі беларус, ось, але тым не менш хоць Беларусі. Так я і гляджу. Ну, цяпер Шаранговіч гуляе, яшчэ адзін беларус. Яго нехта назваў у інтэрнэце чырвона-зялёным, я не ведаю, ці это правда. Калі это правда, я могу змяніць сваё стаўленне да беларускага легіянера. То есть вы так, в общем, так вы белорусом из Новополоцка так и остались, просто вместо Новополоцка вокруг Америки. Так как у нас сказали, так колхозником и живет. Не-не-не, я к тому, что если бы вы вернулись в 92 год, вот вы бы сказали себе, выучи английский. Ну вот, хоть как-нибудь. Почему? Ну, то есть, говори по-беларуску, але... мне был в 92-м году, для чего мне было ангельскую мову куды ездить? Вот толку, что Тихановская ведает ангельскую мову. Ну, и наведаю, но по-белоруску не говорит, пардон. Окей, я имею в виду другую ситуацию. Когда вы оказались уже в США, вот, ну, как бы уже после того, как вы уехали, и Лукашенко получил корону, вот к себе, к которому только приехал в США. Вот вы сказали себе, ну вот хватит писать песни, на полгода прекращай, напиши, выучи английский язык, чтобы вот можно было в пабе там анекдоты рассказывать. Нет. Чтобы общаться с людьми. Нет. Нет? Я не живу, я живу ментально, я живу дома. Я тут просто, ну... Но со стороны выглядит, что, в общем, как жил человек вот на хуторе где-то в лесу одинокий, и ни с кем не общаясь, там как бы вот сам в себе. Так он и живет, просто вот вокруг не это самое. Правильно, ландшафт поменялся. Ландшафт поменялся, теплее немного, а так, в общем, то же самое. Моя мара и была бы жить на хуторе где-нибудь, как меня никто не чипал, как я тихо, спокойно... Слушай, а вот эта вот мара жить на хуторе, чтобы никто не чипал, и язык не учить, и, в общем, ну, их всех к лешему. А вам не кажется, что это и есть основная причина, почему Лукашенко аж на 30 лет задержался? Ну, потому что там 9,5 миллионов таких. Правильно. Только як была потреба, я вылез с этого хутора, и каждый повинен вылезти со своего внутреннего хутора. Но вы не вылезете. У сенсі, я не вылезу отсюль? Ну, вот как-то вот выйти к людям там. Ну, я тут выходжу, до американцев який сенс виходить? Я до своих, я выходжу. Часом бывают, вельми редко, бывают некие выступы, бывают некие концерты. У нас, я покажу, есть тут об'єднання «Погоня», наприклад, у Нью-Йорку. Есть, мы выдаем альманах кожный год белорус. Люди пишут, працуем, ну, такие речи есть. Ось. А тут вот добрая ідея, кожен повинен вилізти зі свого хутора. І потім вернуться у багатий хутор, кожен в свой. Вот это вельми важный момент. Кожен белорус повинен быть богатым человеком. Это я говорю у 90-е годы, когда я первый раз сюда приехал в Америку, вернулся додому. Ну, ось я уже тогда говорю, кожен белорус має потенціал і повинен быть богатым. Не повинно, у нас, наша ідея, у нас не повинно быть бедных людей. Мы повинны быть богатые, нормальные люди. Ось. И побач з собой адчуваць таких самых. И вот на основе гэта, на основе узроўню жыцця мы повинны... Это наша национальная идея. Ну, конечно, да добавляется мова, это само собой, обовязково, и я могу обґрунтовать, чему и як. Это ничего такого. Адукация и узровень жыцця. Это моя национальная идея для Беларуси. А для этого треба, конечно, повоевать. Выйти из хутора. Окей. Правильно. Это цудоўны образ. Трэба написать песню. Спадар Сяржук, я вярнуся да тых вось часоў яшчэ троху мінулых, але запаралелю іх з цяперашнімі часамі. Глядзіце, тыя вялізныя акцыі, колькі людзей выходзіла на плошчу, канец 80-х, асабліва канец 80-х, але ж по великому тарахунку яны выходзілі за дабрабытам, за тое, што ім за хлебам і салам і калбасой. Потым, калі узнялася пытанне, калі пабілі дэпутатаў Вярхоўнага Савета, ніхто не на плошчу не выйшаў.
калі знялі бел-чырвона-белы сцяг з дому ўраду, ніхто на плошчу не выйшаў. Потым яны радасна казалі, што мы тут з Расіяй разам, да, давай, Лукашенко, саюзную дзяржаву рабі, і ні пра мову, ні пра нейкае нацыянальнае адраджэнне размовы не ішло. Зараз людзі 2020 год, людзі выйшлі. Зараз яны выйшлі супраць фальсіфікацыі, супраць біцця, супраць Лукашэнкі. Але таксама не стаяла размова пра нацыянальнае адраджэнне, пра мову. Бел-чырвона-белы сцяг узялі, але ўзялі як сцяг пратэсту, а не як нацыянальную святыню. Так вот, чым розніца і што змянілася тады, атрымліваецца, у беларусах як у нацыі з 90-х и по цяперашние? Ну, мы только что сами говорили про то, что протесты теперь меньше экономичные протесты, а все-таки больше духовные, ну, коли говорить про подман выборов, на выборах это все. Але колькі нацыянальнага ў гэтай духоўнасці вот цяпер? А колькі нацыянальнага, вось тут и есть наша задача. Тут есть моя задача, тут есть задача этих, я не хочу уживать кепские слова, скажем так, информационных каналов некоторых. Вот, это наша задача. Вы полите, колькі з'явілася теперь протестных информационных каналов белорусскомовных? Нема. Хто говорить, нават те, хто говорить по-беларуску, той же нехта, який цудоўна ведае беларускую мову, он не говорить. Чаму? Я хочу вот питання задать. Чаму? И это все отбывается, мы правильно все, сцяг это узняты як сцяг протесту. Ён так ці иначе национальный стяг, так ці иначе мы перерастем, мы все равно будем воспринимать его по-другому. Ось. А что за эти годы? По-перше, тады, у тыя часы. Я думаю, что мне теперь легко критиковать, легко говорить. Я ж тады был, тады жил, где я тады был, можно сказать. Зразумела, разгон парламенту, приход Лукашенки, оппозиция в Верховном Совете. Я не ведаю, чему не створили достатково моцную войсковую оппозицию, чему не выходили на войско так, как треба. Не просто Захаренко, ось, а сапраўды войско повинно было ствараться, белорусская милиция повинна была ствараться, белорусская, это ничего не стваралось. Я не ведаю, был такой момент, я уже не памятаю, что конкретно разглядалось некое питание в Верховном Совете, и была такая ситуация, что оппозиция Верховного Совета, они собрались на квартире приватно обговорить, что робить далей. И я трапил на эту квартиру, як сябра своему БНФ. Я там сидел тихенько, питание было некое экономичное, а я в экономице не разбираюсь, потому что я буду лезть, я просто слухал, что отбывалось. И, наконец, там ситуация складывается так, что коли наш закон не примут, тады что? Тады мы объявляем усеагульный страйк. И тут я со своим несмелым голосом задаю питание, усунувши, а что, коли люди на страйк не подымутся? На что мне было отказано, не перешкоджай працаваць. В общем, все. На страйк, конечно, никто не поднялся. И так завсёды. И так теперь отбывается. Так теперь те самые помылки. Мы наступаем постоянно на те самые грабли. У меня есть низкая песня у грабли, якой тут некоторые люди боятся як огня. Тут в Америке. Я написал ее по тем, как живе эмиграция. Постоянно наступаем на те самые грабли. Постоянно. И то же самое теперь отбывается. Наступаем. Тому тады треба было формовать многие институты иначе, але, я кажу, легко сёння говорить. Тады были задачи іншие, люди иначе все бачили. Все сложно. БНФ назывался адраджение, потом слово адраджение не их пропало, не их зникло. А адраджение это важное слово. Это знаковое слово у назвы. И вот все правильно, мы так и губляем, але нечто и знаходим, дякую Богу. Вот стяг знайшли, зараз он был национальным, он одродится у якости национального. Люди до этого пришли, хотя вот сегодня было там поведомление, я бачу, зараз примусить это тыдзень носить червоно-зеленые бирки. Это вот плевок
у твар, вы ходили с червоно-зелеными стягами, с червоно-белыми, а зараз будете ходить с этими, кто у готелях там працует. Только что было поведомление, может фейк, я не ведаю, может неправда, что треба тех, кто у готелях працует, там яшчэ, где они будут там 2 тыдні ці колькі ходить с этими червоно-зелеными стежками. Вот нате. Ходили с червоно-белым, вот теперь с этим походите. И это треба просто вытираться и терпеть. Так? Ну, треба збирать силы. Треба не просто... Вот то самое, национальный характер. Коли одного человека бьют на акции, а іншие утекают от милиции, это просто неправильно. Это по-человечески неправильно. Это в любом выпадку неправильно. А людей закликали не поддаваться на провокации. Не поддаваться на провокации. Девчину волокуть у автозак, ее бьют, а мы не поддаемся на провокации. Какой мы классный народ, правда? Нас с этим не возьмешь. Все, наступный... Я добро, але вы стойте, не допомагаете. Это неправильно. С этого треба починать. И теперь люди повинны, те, кто застались мало, кольки выехало. Самый протестный потенциал выбитый с краины, по-моему. Застались люди, конечно, застались нормальные люди, але их стало на кольки тысяч меньше, намного. И они повинны збираться, они повинны гуртоваться, у некие свои группы контактовать поміж собой. Да есть много шляхов, что робить. И у меня некий план свой есть, конечно. Ось. И як воевать с этим сущим? Я так само за эти годы нечто вывучил, нечто доведался, нечему научился, але в открытом эфире просто нават обмярковывать такие речи, это значит раскрывать карты. Я не хотел бы их раскрывать, хотя они есть. Может быть, они неправильные, может быть, они чисто мои, але что робить, это... Я завжди думаю над этим питанням, і у мене є некоторі поради, які я, може бути, скажу некому, хто готовий робити персонально. А вось яшчэ скажите, можа быть, вот просто, ну, да прыкладу, вас не пачулі у тым сэнсе, что можа быть, ну вот каб люди усе глыбінны беларускі народ пранікся, что вот беларускасцю там успомніў про карані, про традыцыі, культуры, вот можа быть, вас не пачулі, тому что вот была вот, да прыкладу, у вас нейкая песня, дзе была закладзена, прошита нацыянальная ідэя, ці там нейкі код, які вот мусіў абудзіць. Ну вот не склалася, не пачулі. Вот ёсць такая песня? Воля и петля. Над моим народом, над ягоной долей, над ягоным лёсом воля и петля. Может быть не. Хутчэй за ўсё, что нема. Я уже сказал, это такие песни нараджаются на кожны момент свае. Я не здольны написать такую песню, ну, напэўна, таленту не хапае, але у нас шмат таленавітых ёсць добрых паэтаў, ёсць шмат таленавітых добрых бардаў, якія нехта напіша эту песню. У мяне просто, напэўна, не хапае таленту, або я не ведаю. У меня нема такой песни. А вот што ж стока у нас і пісьменнікаў, паэтаў і спевакоў і за стока гадоў не напісалі. Прычым я не бяру нават вот зараз апошнія там 30 гадоў, а і раней за саветамі. Чаму не напісалі нешта такое? Не, ну чаму? Песня, напрыклад, чаму яе не прынялі эту песню, это іншая справа. Вот цудоўны ваяцкі гімн, які я лічу, што павінен быць гімнам Беларусі, мы выйдзем шчыльнымі радамі. Що сказано, что есть теперь? Що сказано, что треба? У невеликой песни, в принципе, Кравцова Макара, все проспевано. И как бы не узняли на шчыт, и не почули так, как належить почуть. Почули могутный Боже, вельми добре, религийный гимн, 8 разов слово «дай» и ни разу «я». Я зроблю сам. Я на себе беру отказ. Значит, нет, дай Боже, не дал. Дай Боже, не дал. Религийный гимн, цудовный, гениальный, это молитва. Молитву треба співати на коленях, а народ, який співає на коленях, не може підняти. Який лічить, що гімн треба співати на коленях. Встати не може з коленях. Есть песня «Мы выйдем шчыльными радами», якая выразно ставит все акценты, якая бере отказность на себе. Мы выйдем, мы зробим, мы отказные. Не
не ідзе. Магутны Боже, дай Боже, ну дай Боже, я за, дай Боже, але я сам павінен нешта зрабіць. Это так, як у той показцы, дзе чалавек моліцца, і Бог кажа, у апостола пытаецца, што ён що так моліцца, што ён хоча, ён дзень і ноч просіць. Ну як што? Просіць выйграць у латарэю. Ну так давай уже дадзім яму выйграць у латарэю. Такая же яе купіць. Вот хоть один раз. Так вот и тут. Что ж мы будем просить? Мы все просим. Я вельми злостный на идею спевать «Могутный Боже» как державный гимн. Это неколи его примали. Я был на тем сходе в Доме литератора, когда обмерковывали державный гимн, и все говорили «Могутный Боже». Я уже тогда говорил, что не можно спевать, просить, не брать на себя отказность. Вот мы не берем. И вот тут есть, может быть, такие не зусім нормальный момент, які треба вырашыць, чаму у нас гэта песня спадзявання на Бога, а не на самих себе. Это нейкі мінус у нашем характары, может быть, але трэба неяк пазбаўляцца ад таких мінусаў. Дарэчы, калі ўжо заговорили про песні, вы, конечно, вот не Бог, ну барады прынамсі нема, але попрошу вас, может быть, еще ж таки заспеваете что-нибудь? Такую музычную паузу у нашей серьезной размове. Ну, как мы уже говорили про аксамитный вечер, то я его проспеваю. Еще одна разладенная гитара, бачите? Аксамитный летний вечер охину землю, я в озерную синежу вуснами ловлю. Мочки слухаю у росах песни соловья, над моим лунає лесом Беларусь моя. Мочки слухаю у росах песни соловья, над моим лунає лесом Беларусь моя. А над лесом, над сусветом выпростал крыло. Золотистый човен ветах, зорное весло. Стан девочи белой вежи подых ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Стан девочи белой вежи подых ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Мне краев чужих не треба, як не ворожи. Не хочу чужого неба, радостяў чужих, бо чужина серце джалить, тисне, як змея, бо гукає з дальніх даляв Беларусь моя. Бо чужина серце жалить, тисне, як змея, бо гукає з дальніх даляв Беларусь моя, Беларусь моя, Беларусь моя. Дякуй. Я вернуся до темы мовы и символів. Скажите, все ж таки для нацыянальнай ідэі, для нацыі, для беларусаў, для будучага, увогуле мова, гісторыя, традыцыі, сімвалы, яны маюць значэнне? Мова ёсць адзежа душы, правильно? Богушевич сказал. Калі адзежа душы іншамоўная, якая ж тады душа? Ось, калі душа беларуская, позна ці рана адзежа душы павінна быць таксама беларускай. Позна ці рана мы павінны прыйсці да мовы. І пытанне гэта не пустое, а пытанне вельмі важнае. І яно як бы без вырашэння это пытанне. Без вырашэння это пытанне мы не вырашым. Я не ведаю, хто мне тэлефануе, бачыце, заўсёды нехто тэлефануе, і я не адказваю.
без вырашэння этого пытання мы нікуды не зойдзем. Мы ў добрае месца не прыйдзем, і мы нічого не выйграем. Хотя но не можно сказать, что давайте мы перш вот скинем Лукашенко, а потом мы будем разбираться с мовой. Эти процессы повинны идти параллельно. Не можно, ну, той, кто готовый, повинен это робить зараз. Кто не готовый, повинен робить позднее. Але лидеры нации, которые на себя берут отказность, они повинны говорить по-белорусски. Тут, поглядите, что зробил Зеленский. Зеленский российскомовный, в принципе, ну, украинскую мову ведал, так как у нас все белорусскую ведают, в принципе. Как только он стал президентом, он заговорил по-украински. Неважно, колька какая частка народа украинского не говорит по-украински. И он это зробил. И он лидер нации, нация. Украинская мова украинская. Это элементарные речи. Это, и у нас это чомусь не працуе. Лидеры повинны говорить по-белорусски. Я сегодня что гляжу, назираю постоянно выступы лидеров, выступы их наместников, еще некого. Да вот те, кто говорили по-белорусски, почали говорить по-российски. Что это? Я не разумею. Для чего? Чему? Кому это треба? Что за этим схованное? За этим схованное то, что я перестаю верить этим людям. А як верить людям, як ісці за теми людьми, яким я не верю. Тому мова – это вельми важный чинник, вельми важный момент. І тут нема навіть двох питань, двох думок не може бути. Ось. Що там ще було? Ну, традиція, історія, культура, символи. Традиція, культура, правильно. Усё, ну, это такие, это неотъемлемые частки. Их не можно отделить и сказать, что, ну, давайте вот мы тут это з мовою будем вирішати питання, з погоней почекаємо. Ну, так не працює. Так не працює. Чоловік же, він же у комплексі, сам чоловік, він увесь складений з часто. І тут то саме відбувається. І культура, і традиції. Традиція, чому ні? А що? Назовите мне, какая кепская традиция, я скажу, давайте отмоемся. Что, купальня кепская традиция, например? Ці колядування кепская традиция? Тут справді сховано, як нам казали, скрытое вымогательство. Это смешно все. Назовите кепскую традицию, я готовы обмерковать и сказать, что, слушайте, давайте мы от ее отмоемся. Тут у всім переліченим тепер мінусів нема. Кепская нічого нема. Тому все это треба тягнуть і притягувати і вертати, само собою. Не треба вертати кепське, не треба вертати відчування себе пригонним селянином, не треба вертати себе відчування обов'язаним вот, теперішньому режиму нечим. Вот это все треба відкидати. А все добре треба вернути і не віддавати нікому. Саме головне. Посмотри, а вот поскольку вы в Америке живете, вам кто больше нравится, Барак Обама или Дональд Трамп? Значить, отказ вельми простий. Моя сім'я, вони всі республіканці. Тому тут якби, навіть коли у Трампа нечто було не так, вони згаджаються, що так, є, ну от у мене старіший син особливо, він політик, і йому ще це болить вельми, тому що він республіканець, по поглядах по своїх республіканець. Тут в цій сім'ї нема демократів, і жонка так само були республіканцями. Ми можемо говорити довго, чому, що, яка різниця поміж цим усім. Ось, хоча і один, і другий мої сини, які тут, вони більше схиляються до либертаріанства. Ведаете, есть такая одна плынь, которая, по-моему, гениальная, и, по-моему, то, что мы повинны уживать у нас у Беларуси, где держава не мешается у справы человека. Меньше, минимум. Держава бери минимум уділу у твоїм житті. Ти сам себе організовуєш, ти сам багатеєш, сам створяєш свої бізнеси, держава не лезе, куди її не просять. У нас же держава лезе повсюди, і американська держава так само лезе повсюди. У Швейцарії не бояться людям роздати зброю, кожен має у хаті зброю, і нічого страшного не відбувається. У нас то саме повинно бути. Чому тут идут спречки на конт зброї, на конт масових забойств. Это все одно, это ми можемо довго говорити про те, яка Америка, але у сувязі з питанням конкретний отказ у этой сім'ї приймали Трампа з оговорками. Как бы, вот в Беларуси есть этнические меньшинства, есть поляки, есть татары в Июе, да, там есть евреи вроде бы даже до сих пор остались. Вот президент Беларуси татарин.
вот из Ивьи, это для вас Судя как? про Правильно? совесть. Так вот, Президент Беларуси татарин, что далее Та- было? Ну, белорусский татарин вот, из из Гродненской области, мусульманин, вот, без усов. Киеве. Да, 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 да. Я люблю Вот. белорусских татаров. Белорусские татары вельми часто были больше белорусами, чем сами белорусы. Тому их не любить просто немагчыма. И возьмите любые войны. Нет. Я говорю о том, что если из них кто-нибудь станет президентом Беларуси, ну, допустим, женщина, и она будет в хиджабе, ну, как бы в таком не прикрывающем лицо. Вы как к этому отнесетесь? Спокойно. Окей. Спокойно. Залежить, что она будет робить, наконец. Неважно, на хиджабе. Не, обычный, вот даже, может Нет, быть, немного... не надо политику и на нейку будет вести. Какая политика вес под хиджаба, я хочу ведать. Коли все это правильно проговаривается и правильно реализуется, какая розница. Як моему народу это добро, як он не ставить палки, уколы, не перешкоджает бизнесу, не перешкоджает, только допомагая, какая розница. Тогда нема розницы, якой национальности человек. А вот як он починає ставити палки уколи, тоді починають говорити, о, я ще і татари, наказується. Лукашенко старается впихнуть, что он цыган. Ну какая розница, цыган чи не цыган? Это же не от того, что он, наверное, не цыган уже теперь говорит, все, что хочет тебе говорить, але это не важно. Важно, что ты робишь. Вот, коли выбирали как раз Обаму, по-моему, так, и тогда там был один из кандидатов был Митт Ромни, а Митт Ромни оказалось, что он был мормон. И в Беларуси тогда были некие передачи, моего сына тогда запросили на обмеркование этого питания, что вот, ах, мормоны, вот мормоны, ну, как в Беларуси пропоновали мормона, у нас бы навод неверующие люди сказали, нам не надо мормон. Вот, хотя, и тогда мой сын просто привел приклад. Оказывается, в Америке все были. И квакеры были президентами, и мормоны были президентами. И у всех, кто хочет. Только два, по-моему, католики были. Все остальные были разных самых конфессий. Это не важно. Не важно. Татарин вельми добро. Белорусскому мову я ще лепш. Я татаров наших люблю. Наши татары классные. И кто Хорошо. А еще вопрос, а вот ношение оружия, ну, как бы хранение оружия для белорусов, вот как в Америке, там, и как в Швейцарии, будет? Абсолютно треба дозволить. Я упевнений, що, по-перше, ні одна улада не ввякнула в ні черта, як у всіх були зброї на руках. А по-друге, я не упевнений, що, так як говорять, у нас одни других перестріляють. Та ніфіга не перестріляють, це неправда. Это неправда. Наши люди не схильні до забойств. Але вот мець зброю у хаті, це було урешті-решт, ми ще маємо зброю у хаті. Ми маємо ножи, ми маємо секери, ми маємо коси, ми маємо зброю у хаті. Просто додається ще одно, що замість арбалета вот можемо добити до того берега озера, стрелять. Ми маємо зброю, ми всі маємо зброю. Яка розниця? І ми не біжимо з ножом до сусіда, як нечто не так. Ну, бувають випадки, звісно. Спадар Сяржук, трэба, на жаль, тут нам набліжацца да завяршэння размовы. Я на заканчэнне яшчэ хацеў одно пытанне. Вот глядзіце, ўсё ж такі зараз вот ёсць беларусы з-пад бел чырвона-белымі сцягамі супраць Лукашэнкі. Ёсць беларусы, якія там за сяброўства з Расіяй, вот яны такія, можа быць, русамірскія, але яны супраць Лукашэнкі. Ёсць тыя, хто за Лукашэнку пад чырвона-зялёнымі сцягамі. І вось такі падзел можна яшчэ пералічваць там розныя колеры, адценні, якія ёсць у беларусаў, і там сцягі, якія там намешаныя, дзе і што, а дзе, можа, і не намешаныя. Ну, час пройдзе. Усё адно нешта зменіцца. Як аб'яднаць гэтую расколатую нацыю? І ці трэба гэтым займацца? И что можно объединять? А это не поддел, я отказываю, это не поддел. И мы не расколотые, мы повинны быть разными. Это классно, это вельми добро. Як мы все будем однолькими, это коммунизм называется. Мы повинны быть разными. И як есть сярод нас червоно-зеленые, мы повинны спокойно воспринимать, как яны обязаны воспринимать нас, бело-червоно-белых. Тихо и спокойно. Ось. И тогда мы маем
шанец. Не трэба нікого, раскола няма. Я не бачу, ну, ён ёсць, канешне, у такім сэнсе верхнім, павярхоўным, у сэнсе ідэалагічным раскол, але ідэалагічны раскол это нормально. Ідэалагічны раскол нормально. Той, хто хоча сувязю з Расіяй, ну, на здароўе, хай хоча. Ну, што зробіш чалавеку, што скажаш? Ён будзе гаварыць, што я неправильно думаю, я буду гаварыць, што ён неправильно думаю. Жыццё пакажа, гісторыя расставіць акцэнты, поставіць усё на свае месцы. На Украіне моцна зменшылася колькасць людзей, якія б хацелі цяпер жыць разам з Расіяй. Бо ситуация отказала на это пытание. Я не думаю, что есть раскол. Есть разные позиции. А народ один все одно. На жаль, часом позиции вельми не контактные поміж собой. А тут треба больше спокойным быть. Тем больше, что на сегодня нас, активных нас большесть, может быть не большесть тех, кто выйдет на улицы, бело-червоно-белых, але активных бело-червоно-белых значно больше мы бачим это, чем червоно-зеленых. И чем тех, кто хочет там уступить в новую союзную державу. Это все хвороба, и они проходят, по-моему, а они думают, что я хворый. Ну, тем не меньше поздно рано. Все успокоится. Главное выиграть теперешнюю войну, а ее треба выигрывать вот теперь, не можно откладывать. Потому что мы кричали, что вы покинете своим детям, теперь мы уже покидаем детям своим. Мы уже выросли, пришли в тот возраст, теперь мы покидаем детям. И что мы им покидаем? Ну вот, на жаль. Такім чынам, подводзячы вынік нашай размовы, нацыянальная ідэя ад Сержука Соколова Войша, яна па выніку якая? Я тут як мінімум дзве пачуў са словамі гэта моя нацыянальная ідэя. Ось на пачатку размовы вы сказалі, і потым у сярэдзіне іншую ідэю прапанавалі. Па выніку, на якой спыняемся? Человек, белорус, но не скажем белорус, скажем жихар Беларуси. Белорус будет неправильно сказать. Человек, жихар Беларуси, богатый, с адчуваннем едности со своим суседом. Вот нечто такое. У гэтым тут трэба шукать, тут. И упевнены у завтрашнім дні, упевнены у самим себе спочатку, и потом у завтрашнім дні. Но нечто вот, все вокруг человека. Для меня это вельми важно. Персона, человек, это самое важное, что, по-моему, есть. Про его треба думать, не про что инше. А хутор як же ж? А хутор як же ж? Что хутор? Так на хуторе ж так само человек. Это ж так само человек. И хутор, до речі, прикмета некого багаття, бо люди выходили на хутори, там не бедные люди не жили на хуторах. Не жили, все-таки были богатые люди. Хутор, вот и хутор так. И он все сюди, все пишется, все про человека. Это самая главная коштовность. Нема іншої ніякої. І все. Романа Бондаренко ніхто не замінить нам. Ніхто, ніколи. Все. Тягнік пайшов. Ніхто не замінить остатніх людей, які загинули у часі гэтых сутичок. Тягнік ідзе далей. А людей нема. І гэта вельмі важно. Может быть, каб революция была немирной, может быть, бы загинуло больше, или хоть бы загинули за волю, за країну, а загинули, еще раз повторяю, за мирный протест. Это ни в якія чалавечыя рамки не ўлазіць. І я вельмі чакаю, что тыя, хто закликал до мирного протесту, будуть вот людьми у моим понятии, национальными людьми, и попросить пробачення у этих сем'яў, в яких люди загинули. Я чекаю их и сподіваюся, что они так само проявят вот такую человечность. А позднее, конечно, когда мы все выиграем, а мы выиграем, семьи эти повинны быть, так как и семьи 14 пинских героев, как семьи Алтуховича и его команды, повинны быть догледженные. Держава повинна им отдячить. Я не ведаю як, я не маю таких магчымасцяў отдячить некому больше, чем песни, ничем больше, але... Ну что ж, вось такая... Да,
Ну, на таких вот і, в прынцыпе, добрых словах завяршылі нашу размову і нацыянальную ідэю выдатную, здаецца, мне так падаецца, пачулі. Такім чынам, Сяржук, Соколов, Воіш, Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. Нацыянальная ідэя. І на развітанне, на жаль, у далёкую Амерыку не змагу вам пакуль што перадаць, ну, можа быць, пры нагодзе, але тым не менш. Вось такі вось кубачак з нашым лагатыпам нашай праграмы «Ідэя X», лагатыпам Еўрарадыё ад нашай праграмы, ад Еўрарадыё, ад крамы «Сымбаль Бай». Ад нас з Максіма, ад усяго калектыва Еўрарадыё. Дзякуй вам, Сяржук, Соколов, Воіш. Дякую, і жыве Беларусь. Век Живе жыве. Беларусь.